Алена, добрый день. Добрый день. Давайте начнем наш разговор все-таки с объяснения телезрителям, чем занимается ваш фонд. Он существует уже 12 лет, вы руководите им. Фонд называется «Дети-бабочки». В чем его главная особенность? Мы занимаемся детьми с редкими генными дерматозами. Это булезный эпидермолиз, это дети-бабочки, и дети-рыбки, это ихтиоз. И такое эфемерное, красивое название на самом деле означает то, что дети-бабочки, это у них кожа очень хрупкая, как крыло бабочки. То есть при прикосновении, при объятиях, при трении там, швы одежды у детей образуются раны, как от ожогов. Дети-рыбки, у них наоборот, у них кожа такая схожая, как с ихтиандром, да, то есть как у рыб, да, она сходит у них чешуйками. Вот, это редкие, действительно, генетические, дерматологические проблемы. Вот, и мы единственные, кто этим занимается и в Российской Федерации, и за ее пределами в странах СНГ. Как много таких детей у нас в стране? Ну, у нас сейчас 1500 пациентов. Это и дети, и взрослые, потому что взрослые тоже доживают до какого-то определенного возраста. То есть это не только маленькие пациенты, поэтому мы помогаем всем с рождения и до самой смерти. Если говорить вот про нашу республику, про Якутию, насколько эта проблема может быть для нашего региона редка или наоборот? Да, вы, можно сказать, счастливчики. У вас действительно это редкость, потому что вообще генные дерматозы и генетические заболевания, они больше свойственны югу, да, то есть у вас их там 6%, а, например, там в Дагестане их почти 160. Ну, то есть разительный контраст, вот, поэтому у вас немного, и это, конечно, облегчает и нашу задачу, и взаимодействие с местными властями о том, что тот формат помощи и финансирование, которое требуется для этих пациентов, оно не столь велико, как в тех республиках, где таких пациентов очень много. Можете еще подробнее рассказать все-таки про ситуацию в Якутии? Ой, вы знаете, а мы давно работаем с Якутией, вот, и это был один из тех регионов, которые были отзывчивы и со стороны врачебного сообщества, и со стороны властей. И с 2018 года есть частичное финансирование таких пациентов. Единственное, что наш самый такой, ну, у нас есть девочка-отказница, вот она находится в Якутии, да, то есть это та, кого мы так и не успели и не смогли пристроить в семью. Вот, она в Нерингре. А так, ну, для меня, скажем так, приятным сюрпризом действительно явилось вот это желание такой двухсторонней дороги, да, выстраивания взаимоотношений, выстраивания грамотной помощи, хотя за счет там ваших расстояний, скажем так, специфики, вот, это не всегда легко. А можете рассказать подробнее еще про эту девочку, которую в Нерюнгре? Какая там у нее история? Ой, вы знаете, мы ее нашли, уже взрослой в детском доме. И если, например, маленьких детей, да, с какого-то определенного момента, когда мы начали много рассказывать о заболевании, когда это и перестало быть таким, ну, специфическим и страшным, да, то у маленьких детей сейчас усыновляют. Для нас это не является какой-то очень большой проблемой. То Нину мы нашли уже в возрасте, по-моему, 8-10 лет. И она до сих пор находится скажем так, в интернате. И за счет этого там долгого достаточно пребывания, да, мы там взаимодействуем с персоналом, да, за ней ухаживают, да, впускают волонтеров. То есть вот. Но, например, у нас не получилось вывести ее в Москву на лечение, потому что с ней случился психологический кризис в аэропорту, и мы ее не смогли забрать. Вот. Но при этом но опять же скажу, да, что очень приятно вот это вот двухстороннее взаимодействие, поэтому за ребенком есть уход, ребенку помогаем, вот, но какого-то грамотного именно медицинского обследования, да, в большом центре не было не потому, что что-то не так, а просто потому, что она психологически, ну, пока не готова. А какой у нее диагноз? У нее булезный эпидермолиз, она бабочка. Ну, то есть это когда трогать нельзя. Да, да. Но у нее не тяжелая форма, она, скажем так, она сохранна, вот, она такая хорошенькая, вот, очень симпатичная, такая очень общительная, вот. Но все равно, ну, как бы то, что мы ее нашли не в самое рождение, да, потому что фонд еще тогда не существовал, все равно это, ну, скажем так, в любом случае повлияло на нее. Может быть, наши телезрители, которые смотрят сейчас,
заинтересуются и захотят ей помочь, как они это могут сделать? Самое, наверное, главное, это, конечно, взять ее в семью, да, в опеку или там в приемную семью. Но это всегда такой как бы большой шаг, и я не могу к этому призывать, я могу только сказать, что да, она есть. Вся информация, они есть у нас на сайте, да, можно пройти. Также она есть и в федеральной базе данных, также она есть и в других фондах, которые занимаются усыновлением. Я думаю, что мы дадим просто отдельно ссылку, где можно о ней почитать. Если вы хотите ей помочь, да, как-то финансово, можно найти ее на сайте фонда, вот, и перевести адресно на нее деньги, потому что, ну, мы из них оплачиваем ей перевязочные средства, которые не покупает, например, частично государство. Мы там оплачиваем какие-то эмоленты, мази, мы можем оплатить каких-то педагогов для нее, то есть адресная помощь на нее, можно ее сделать через сайт, и мы все деньги, которые идут адресно на ребенка, мы всегда тратим на него. Чем конкретно занимается еще фонд? Я так понимаю, вы возите детей на обследование, знакомите с экспертами, то есть Знаете, я уже сейчас, ну, уже по прошествии 12 лет, иногда говорю о том, что мы не типичный благотворительный фонд, а мы такой системный инфраструктурный фонд, который выстраивает систему для пациента с государством. То есть мы видим пробелы, скажем так, в работе большой государственной машины, мы отлаживаем эти процессы и потом приносим их обратно государству. И вот это потому что финансирование пациента, да, на перевязочные средства в месяц одному маленькому пациенту нужно от 70 до 500 тысяч рублей в месяц. Да, конечно. Вот. Когда доллар был выше, эти суммы были гораздо больше. Сейчас есть Круг добра, который взял на себя финансирование, да, и закупку перевязочных средств на себя для тяжелых пациентов, и нам стало легче. Но до нашего появления не было ни медицинских центров, где бы обследовались эти дети, ни врачей, которые бы понимали, что с этим делать, ни мультидисциплинарного подхода, потому что это не только дерматология, это все, да, вплоть до онкологии. Не было реабилитационных центров, не было понимания, как ребенок или там взрослый, который умирает, как он попадает в хоспис. Не было такой психологической поддержки или юридической. То есть фонд занимается, вот если взять вот такой круг, да, от рождения до самой смерти, на всех этапах, там, где есть какие-то либо проблемы, либо какие-то вопросы, либо потребность у пациента, фонд ее все закрывают. И на самом деле я горжусь нашими пациентами, взрослыми и маленькими, потому что у нас такая огромная-огромная семья. Вот. И до пандемии мы проводили раз в 2 года праздники и свозили всех в Москву. Вот. И там на последние 9-летие фонда приехало почти 500 человек. И это те люди, которые, если у какой-то семьи нету, например, там повязок, то все как-то скидываются, то есть между собой общаются. И я правда вижу о том, как вот наше пациентское сообщество, оно очень тесное. Вот. Сейчас вот там последний год мы перешли не только там к помощи пациенту, да, будь то маленький, будь то взрослый. Мы развернули большой проект по редким женщинам, то есть редкая мама редкого ребенка. И мы помогаем женщине. Мы запустили проект по трудоустройству, по профориентации. То есть мы помогаем маме вернуться в социум, да, чтобы она не замыкалась на ребенке, не замыкалась в семье, а могла еще как-то себя реализовывать, и от этого становилась, ну, более счастливой и более гармоничной. Вот, то есть мы, скажем так, на всех этапах стараемся предугадать, стараемся где-то подстелить соломки, где-то поддержать, вот, и при этом плавно-плавно передаем все государству. Ну и вообще как бы есть такая шутка в некоммерческих организациях, что в принципе любой благотворительный фонд ставит своей целью закрыться, потому что его проблема решена. Вот я могу сказать о том, что у нас эта цель, она у нас в KPI, то есть у каждого отдела есть, скажем так, показатель, который должен приближать
тому, что фонд все-таки наконец закроется, потому что мы все проблемы решили. Вот. И плавно-плавно, то есть когда-то не было медицинского отделения. Сейчас у нас большое отделение в научном центре здоровья детей в крупнейшем федеральном, да, центре страны. И там обследуются все дети бабочки, все дети с ихтиозом. Плавно, плавно, плавно государство забирает на себя, да, эти проблемы, и нам становится легче, ну, как фонду. Поэтому я вот, да, говорю о том, что... Плюс мы еще очень занимаемся много обучением специалистов, врачей. Вот, у нас там есть своя онлайн-академия по обучению специалистов. Там многие мечтают попасть к нам в команду, потому что, ну, это действительно очень интересная работа, очень такая, ну, благодарная и, скажем так, которая все время драйвит. Вот, поэтому, да, у нас не классическая история, где-то мы там взяли, что-то закупили, кому-то передали. Нам интереснее что-то оставить после нас, вот, что будет потом впоследствии работать. Если говорить про помощь, еще болезни не лечатся. Но какими методами можно сохранить ребенка? Ну, первично это, естественно, перевязочные средства, да, и мази. То есть, почему я такой акцент делаю на новорожденных, да, потому что сохранить кожный покров гораздо легче, чем его восстановить. И поэтому, как только мы понимаем о том, что есть где-то новорожденный, мы сразу высылаем ему туда патронажную медсестру, она приезжает с огромной коробкой перевязочных средств, вот, и учит, если там персонал вдруг не обучен, учит, и главное, научит маму, да, как с этим ребенком обращаться, как его перевязывать, какие есть особенности и так далее, и так далее, и так далее. То есть первично это, естественно, уход, просто правильный уход. Сейчас уже есть разработки по генной терапии, да, и я считаю, что это там 26-27 год, в России уже будет генетическая терапия для булезного эпидермолиза, для тяжелых форм. То есть наша цель закрыться, она еще все ближе и ближе. То есть сейчас главная задача – это сохранить Да, и да, уберечь да, кожу за счет да, бинтов. да, да. Причем наша задача еще уберечь всех, сохранить наших пациентов по достижении этой генетической терапии, чтобы к тому моменту, когда это появится, да, они могли ею воспользоваться. Хоть это очень такое долгосрочное планирование в наше время, да, но нужно видеть где-то там свет в конце тоннеля. Но это радует. Да, безусловно, конечно. Спасибо вам, Алена, за беседу. Да, спасибо огромное. Да, мне было очень тоже приятно. Спасибо. Спасибо.